У меня такой вопрос еще такой каверзный. Почему казахи не считают нагайцев, ну, как за этнос? Они говорят, что это какие-то степные казахи или же они казахи. Ну, с одной стороны, татары казанские не считают, с другой стороны, казахи не считают. Такой интересный момент, хотя мы отдельный этнос со своей историей и так далее, со своим вообще образованием. А казахи считают, что мы когда-то отделились. У них государственная идеология на этом прям построена, что было разделение казахов и нугаев в 15 веке. Это там у них какие-то даже песни они придумали о разделении казахов и нугаев. На самом деле у нугаев ничего такого нету о том, что казахи когда-то ушли. Всегда считались разными народами. Мы их называем алаш. Вот. Алаш. Да, это название казахов на ногайском языке алаш. Вот. И они, у них есть там, так как вот на этих землях большей части Казахстана раньше жили нугаи, была Ногайская Орда, они из-за этого считают, что вот мы почему-то оттуда ушли, со своей родины. На самом деле нашей родиной является, ну, как я сказал, вот эта территория от Дуная до Эмбы, а дальше на восток шла экспансия. Ногайская экспансия, она довольно глубоко туда шла. Там Башкирия была в составе Ногайской Орды, и там, ну, почти вот до современной восточной границы Казахстана все это было. Но как почему Ногайская Орда образована именно в междуречии, например, Волги и Урала, да, вот реки Яик. Дело в том, что вот когда был второй поход Тамерлана, он шел из Азербайджана в сторону через Кавказ на вот Тахт-Али, там, где находилась столица Золотой Орды. И Эдиге, он об этом знал, как бы, да, Эдиге, основатель Ногайской Орды, и он, так как его народ жил, и центр его, скажем так, кочевий был в степях Северного Кавказа, он решил, что нужно уйти с пути Тамерлана и призвал свой народ переместиться вот в междуречье Волги и Урала, там тоже его земли были, и они туда переместились, с Северного Кавказа, туда переместились. И некоторые есть свидетельства о том, что как бы некоторые части остались. Там вот в последующем возникло Шамхальство Тарковское, это вот часть нугаев, которые там остались. Потом было такое государство Татаркосия, Кремуха Татаркосия называлась она, это на Западном Кавказе. И там, например, селение Бораган, Брагуны в Чечне, это тоже считается часть нугаев, которые не успели переселиться. Это сегодня кумыки, кстати говоря. Вот есть такой профессор Виноградов, он говорил, что это как бы Бораган, племя ногайское, оно должно было переселиться туда, но оно не смогло, там где-то осталось, и поэтому они там остались, и как селение там образовались. Вот, то есть изначально мы там на Кавказе должны были образоваться как государство, но образовались вот междуречье Волги и Урала именно из-за похода Тамерлана. Мы туда ушли, короче, получается.